Доброго всем утра. Это «Утро Якутии». Катерина Винокурова, Павел Танин. Встречаем вместе с вами 8-й день октября. Да, именно так, и середину рабочей недели, что у кого-то, может, уже обрадует, потому что кто-то говорит, что среда маленькая пятница, значит, уже самое трудное позади, а кто-то понимает, что дел еще много, и нужно как будто бы еще бы лишний день в неделю добавить. В общем, и тех, и других, и тем, и другим мы желаем, конечно, чтобы ваши ожидания от этого дня, они обязательно сбылись, и все у вас получилось. А это обязательно случится. Почему? Потому что вы встречаете день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24», а значит, все обязательно будет хорошо. И сегодня мы для вас, как и всегда, подготовили много полезной информации. Так, допустим, с гостями нашей студии мы поговорим о таком проекте, как «Теплица добрых дел», а также как правильно составить свою родословную и почему так важно изучать ее. Ну, во всяком случае, о том, какими знаниями почерпывать свой мозг, чтобы эту родословную составлять и вообще понимать, откуда корни, как говорится, растут. Все это обязательно будет. Будет у нас и традиционно мы разомнемся, в общем, зарядимся энергией, насколько это возможно. Но вначале давайте мы немножко поговорим о том, что за окном нас сегодня ожидает. Итак, в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила -6, -9 градусов. В заречной группе от -5 до -11. В южных -5 и 6. В Вилюйской группе -5 и 8. В Нижнеленских от -4 до -9. В западных от -1 до -9. В Колыме-Дигирской группе от -2 до -15. В Янских -6 и -13 градусов. На северо-западе 4,9 градусов мороза. А на 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила -8. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Сегодня днем пасмурно. Ветер также северный от 1 до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -8 градусов. Вот такая вроде бы морозная погода. Тем не менее, естественный ход вещей, осень, перетекающая в зиму, наступила. Ну, мы в этом каждый год с этим встречаемся, поэтому ничего удивительного нет. Ну, а мы сегодня вообще радуемся, да? Сегодня у нас есть повод. Даже если было бы -50, мы, конечно, бы сегодня радовались. Почему? Потому что ровно 62 года назад, 8 октября 1963 года, в эфир впервые вышла программа «Говорит Якутский». Вот с этого момента началась славная история телевещания в республике. И сегодня, да, как правопреемник тех первых легендарных эфиров, национальная вещательная компания «Саха», в которую в том числе входит телеканал «Якутия-24», мы продолжаем это важное дело. Мы прошли огромный путь от черно-белой картинки до вещания в формате высокой четкости. От отдельных передач до круглосуточных новостных каналов. Но самое главное остается неизменным. Наша искренняя любовь к своему делу и к вам, нашим дорогим телезрителям. В этот знаменательный день мы от всего сердца поздравляем всех, кто дарит нам всем с вами магию телевидения. Операторы, виртуозно ловящие лучшие кадры, режиссеры, создающие неповторимую атмосферу, инженеры, обеспечивающие бесперебойную работу эфира, журналисты, корреспонденты, которые всегда находятся на передовой информационного поля. Многие другие. И многие другие люди, все те, кто остаются за кадром. Это огромная команда, и каждый из вас, дорогие коллеги, вносит бесценный вклад в общее дело, поэтому мы, конечно же, от всего сердца поздравляем в первую очередь наших коллег, телевизионщиков якутского телевидения. Ну и, конечно же, в этот день, грех будет не поздравить вас, наши дорогие телезрители, потому что без вас бы, наверное, всего этого не было. Наши дорогие, преданные, самые любимые телезрители, то, ради чего мы и с Пашей, допустим, да, просыпаемся. Утром, чтобы прийти рано сюда. Да. Вот. А для меня, кстати, тоже такая ремарка историческая. Для меня тоже особенный день, потому что вообще мой дебют на телеэкране состоялся в роли ведущего. Вот. По-моему, не 8 октября, хоть это и было, возможно, 10, но в рамках Дня якутского телевидения, празднования этого дня в 2013 году, причем в программе тогда еще «Новый день». Впервые я вышел. Также в утре ты начинал, да? Также в утре я начинал, прошел огромный оборот, петлю с временным творческим перерывом, конечно же. Тем не менее, вот я здесь остаюсь, и, возможно, это судьба.
Да, я, кстати, тоже начинала и никуда не уходила с утренних эфиров. Вот на протяжении нескольких лет остаюсь преданной утреннему формату. Да. В общем, еще раз с праздником всех работников телевидения, всех зрителей. Кать, тебя тоже, раз мы тут уже Тебя лично тоже. друг И с всю нашу другом команду, которая и вот всю нашу команду, сидит, которая да, сейчас за стеклом. и наблюдает, но не просто наблюдает, а делает все, чтобы наш эфир прошел замечательно. Ну а раз эфир мы начали вот с праздничной такой информации, то давайте далее узнаем, какие еще события сегодня можно отметить, исторические, праздничные, ну, может быть, даже народные приметы затронем. На календаре 8 октября. Сегодня отмечают День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. По народному календарю Сергей Капустник – курятник. На Сергея Капустника русские люди по обыкновению рубили капусту, заготавливая ее на зиму. Опытные хозяйки знали, что солить капусту нужно с первыми заморозками, не раньше, иначе она закиснет. Этот день в истории. 1191 год. Принц Джон захватил трон Англии. 1906. Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. 1945. Американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. 1967. В Великобритании впервые принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей. 1970. Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе. В этот день родились Пьер де Гейтер, французский композитор, автор музыки к гимну «Интернационал». Александр Сибиряков, русский золотопромышленник, исследователь Сибири, финансировавший экспедиции Норденшельда и Григорьева. Иван Поддубный, русский борец, атлет, заслуженный артист РСФСР и заслуженный мастер спорта. Полина Осипенко, советская летчица, герой Советского Союза. Марк Бернес, советский актер кино, исполнитель песен, народный артист РСФСР. Луиза Хей, американская писательница, основательница издательского дома «Хай Хаус». Александр Горшков, советский фигурист, олимпийский чемпион, российский общественный деятель. Именины сегодня отмечают Александр, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей и Федор. Ну а мы поздравляем, в свою очередь, всех именинников этого дня. Наверняка такие есть. Да? Такие есть. Ну и вообще в этот праздничный, очень хороший день. Что? Ознакомимся, да? Ознакомимся, с Начнем какими его, новостями-то мы да, его с полезной встречаем. информацией от наших коллег. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. В Якутии в текущий строительный сезон привели в нормативное состояние 70 километров дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. До конца года эта цифра увеличится до 137 километров. Как отметили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, работы охватят как региональные трассы, так и улично-дорожную сеть населенных пунктов, что позволит повысить качество транспортной инфраструктуры и обеспечить более безопасное движение. В Мирном завершается масштабный проект по установке камер видеонаблюдения. Всего установлено 150 современных видеокамер, которые охватывают ключевые улицы и общественные пространства города. Основная задача проекта заключается не только в увеличении количества наблюдательных точек, но и в обеспечении высокого качества и эффективности наблюдения. Теперь жители Мирного могут чувствовать себя спокойнее и увереннее благодаря новому оборудованию, которое способствует поддержанию правопорядка и обеспечению оперативного реагирования на любые происшествия. Большинство уже поставлено камер. Сейчас ставим на мусорные ниши, на детские площадки и памятные места. На мусорные ниши мы уже закончили. Вот. Сейчас делаем на детские площадки и памятные места. То есть детские площадки почти уже заканчиваем. Вот. Ставим и останется только на памятные места. Оборудование, да, все наше, камеры, все наше, мы все ставим. Потом это все будет видеонаблюдение, полная картинка будет всех камер.
Ежегодно отмечается Международный день белой трости, символ незрячего человека. В Верхневилюйске сейчас проводится акция «День безопасности», в связи с чем, возможно, паромная переправа может завершиться эту акцию в начале на неделю раньше, чтобы участники могли приехать из заречных наслегов. Совместное мероприятие организовали сотрудники противопожарной службы и общества слабовидящих и слепых. Гостям пожарной части рассказали про технику безопасности, объяснили, как действовать в случае возгорания, а также осветили про свою работу. Также рассказали про систему оповещения АДПИ и показали, как работает огнетушитель, вот, что нужно делать. Ну, все довольны, всем как-то по-новому, и у нас тоже по-новому. У нас первый опыт совместно с социальной сферой. Детский сад, введенный в горном районе, который ввели в эксплуатацию в 1988 году, простоял 38 лет без капитального ремонта. Благодаря федеральной программе в размере 45 миллионов рублей и муниципальному финансированию в 4 миллиона детский сад был полностью обновлен в соответствии со всеми требованиями. Стал красочным, чистым, светлым и теплым. Детсад сегодня активно занимается брендированием, стремится ввести и внести свой уникальный стиль, украсить пространство, что сразу же дарит детям и родителям теплые приятные ощущения, как только они попадают внутрь. Наши подрядчики сделали очень качественную работу. Мы очень рады этому. Все условия, которые требуют по Санпину, например, да, по антитеррористической защищенности, по пожарной безопасности, все условия они очень качественно сделали, выполнили. Мы очень рады этому. Созданы все условия работы для работников, для воспитателей и, конечно, для детей. Ну а за окном по-настоящему осенний морозец, но это не повод, конечно же, прятаться под теплым одеялом. Наоборот, самое время взбодрить тело, зарядиться энергией на весь день. Всего 5-7 минут легких упражнений помогут вам проснуться быстрее и улучшить настроение, ускорить метаболизм и согреться, подготовить суставы и мышцы к активному дню. Не нужно забывать и про то, что регулярная зарядка укрепляет иммунитет, что особенно актуально в прохладный сезон. Так давайте вместе сделаем этот старт дня ярким, теплым и энергичным. Присоединяйтесь к нашему спортивному инструктору, повторяйте упражнения, и пусть ваше утро будет по-настоящему бодрым. Всем доброе утро, Якутск! С вами на связи тренер Света Миронова. И сегодня мы с вами выполним классную зарядочку для ленивых. И нам понадобится стул, диван, кресло, и вы должны быть в удобной форме. Давайте начнем. Садимся с краю. Сели мы с вами ровно, не сутулимся. Спинка у нас красивая, прямая. Первым делом мы с вами начнем с разминочки. Круговые головой без резких движений. Поехали. Раз, два, 3, 4, в другую сторону. Раз, два, 3, 4. Хорошо, разминаем наши плечики, кисти поставили на плечи и круговые в плечевом. Раз, два, 3, 4. В другую сторону. Немножко дадим понять нашему телу, что сейчас мы с ним потренируемся. 3, 2, есть. Хорошо. Теперь перейдем к нашим ножкам. Подъемы на носочки. И немножечко в быстром темпе. Давайте сделаем 10 раз. Раз. Вдох мы с вами делаем через нос. Выдох через рот. Про правильное дыхание мы с вами обязательно не забываем. 3, 2, 1. Отлично. Итак, сейчас мы первым делом с вами должны немножко разогреться. Берем ручки на замочек, за затылок, сидим ровно и выполняем крест на крест, подъем колена с касанием локтя. На выдохе поехали. Давайте 10 раз. Сейчас наша задача на выдохе напрягать мышцы живота. И раз, выдох, 2, 3, 4, 5, 6. Корпус разворачиваем. 8, 9,
10. Отлично. Ручки поставили на стульчик сбоку, пальчики смотрят в стороны. Приподнимаем таз и выполняем обратное отжимание. Таз опускаем рядом со стулом и на выдохе поднимаемся. Руки резко, локти не выпрямляем. Здесь у нас с вами работает задняя часть руки, самая проблемная зона девушек, женщин. Давайте 10 раз. Поехали. Вдох, немножко ножками, можно помогать, если тяжело. Выдох. Еще вниз опустились. На выдохе с помощью рук поднялись. 5 раз. И раз, 2, выдох. Спинку держим ровно. 3, 4, 5. Отлично. Обратно сели. Ножки теперь мы ставим шире плеч, носочки на 45 градусов. Поработают наши ножки. Ручки держим перед собой и на выдохе выполняем приседания. Спинка у нас ровная. Давим на пяточки, поднимаемся. Сели, вдох делаем через нос и выдох. Поднялись, напрягли наши ягодички. Работают, еще раз напоминаю, наши ножки. Самый облегченный вариант приседаний – это приседание со стулом. Спина ровная. Выдох. Давайте еще 10 раз мы с вами сделаем. 2. Спокойно, аккуратно сели. 3. Спинку держим, не сутулимся, не наклоняемся. 4. 5. Вдох. Выдох. 6. Сразу. 7. Вдох. Выдох. 8. 9. И 10. И давайте напоследок сделали хороший вдох через нос и выдох. Наклоняемся к нашим ножкам. 3, 2, 1. Отлично. И с вами была на связи тренер Света Миронова. Всем отличного дня. Пока-пока. Каждое утро начинается с зарядки, с простых упражнений, которые дарят бодрость и энергию. Но для кого-то спорт давно вышел за рамки утренней рутины. Знакомьтесь, юные футболистки, которые доказывают, в футболе нет места стереотипам. Их скорость, ловкость и командный дух уже покоряют соревнования. Зеленое поле, звонкий смех и мяч, летящий над травой. Для этих юных спортсменок футбол не просто игра, а целая жизнь. Еще совсем недавно считалось, что футбол не женский вид спорта. Девочки не могли им заниматься всерьез. Но в 2021 году ситуация изменилась. Под руководством Владислава Иванова в Якутии стартовал проект UEFA Playmakers, который знакомил девочек с футболом через увлекательные сказки. Тренировочные занятия, они проходили в более такой игровой форме, вот, и по мотивам сказок, там «Суперсемейка 2» и «Храброе сердце». Вот, таким образом, девочкам было интересно вот именно процесс тренировок, вот, потому что каждая тренировка – это каждая серия вот, из данных мультсериалов, вот, и таким образом, как бы, девочки, играя, вот, и получая удовольствие от процесса, соответственно, вот начали влюбляться вот, в эту игру миллионов, футбол. С тех пор интерес к футболу среди юных спортсменок неуклонно растет. Сегодня в сборной команде уже 30 человек. И с каждым годом число желающих попробовать себя в этом виде спорта только увеличивается. Оказалось, что девчонки способны показывать в футболе ничуть не худшие результаты, чем мальчики. Во многом они даже превосходят своих сверстников-мальчишек, проявляют большую ловкость, дисциплинированность и демонстрируют хорошие физические показатели. Потому что они более координированы, они более ловче, да, так скажем. Вот. Ну и, соответственно, они более организованы. Вот. И, соответственно, дисциплина еще у девочек на таком высоком уровне. Вот. Это доказывает и тренировки, ну и, соответственно, игровой процесс. Потому что наши девочки, помимо тренировок, также активно участвуют в соревнованиях. Вот. Третий год наши девочки вот участвуют в Республиканской детской футбольной лиге, вот именно женская команда. И наравне с мальчишками вот наши девочки соревнуются и получают вот очень хорошие отзывы. Вот, и иногда даже мы выигрываем команды мальчишек. Вот. Упорство и талант команды уже приносят свои плоды. В этом году юные футболистки приняли участие в Кубке детской футбольной лиги в Иркутске и вошли в десятку лучших. Мы ездили на первые соревнования именно женской командой этим летом в Иркутск. Мы играли против мальчиков. В психологическом плане, конечно, было очень сложно, но они
себя показали, даже вышли на полуфинал. И мне кажется, для первого раза это было очень хорошо. В детском футболе главное, чтобы ребенок получал удовольствие от занятий и проявлял активность. Поэтому здесь не действуют строгие ограничения по позициям, как во взрослом футболе. Тренер учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. Кто-то левша, а кто-то правша. У каждого свои сильные стороны и темп развития. С учетом этих нюансов тренер распределяет позиции на поле, позволяя каждому юному спортсмену раскрыть свой потенциал. Я вратарем не люблю быть. А кем ты любишь? Центральный полузащитник Это кто? – это который играет в центр, дает передачи. Ну, короче, везде играет, можно сказать. Когда я играла плохо, там пас точно не могла давать. А сейчас я прям в ногу там даю, навес умею делать. Мне нравится футбол, потому что здесь командная работа. И можешь ездить по всей России. Есть мечта попасть в сборную России женскую сборную России. Футбол учит девочек не только спортивным навыкам, но и важным качествам – командной работе, дисциплине, умению преодолевать трудности и верить в себя. И кто знает, может быть, среди этих юных спортсменок будущие звезды мирового футбола. Илана Захарова, Виктор Дичковский, Якутск. Каждый матч юных футболисток – это история преодоления и веры в себя, но даже самым целеустремленным спортсменам нужен полноценный отдых. Как выспаться так, чтобы проснуться действительно отдохнувшим? Сколько часов нужно иметь именно вашему организму? И почему рациональный сон – это не роскошь, а необходимость для здоровья? О том, как наладить свой сон, чтобы каждый день был полным сил, расскажет эксперт в рубрике «Мой доктор». Смотрите и учитесь спать правильно. Доброе утро! Рациональный сон является одним из ключевых элементов здорового образа жизни, напрямую влияющим на здоровье и продолжительность жизни. Согласно международным исследованиям, недостаток сна увеличивает риск смерти от любых причин на 17%, а риск сердечно-сосудистых заболеваний на 19%. Обсуждая вопрос оптимальной продолжительности сна, ученые установили, что около 7 часов ночного отдыха существенно снижает риск смертности примерно на 16%. В то же время сон меньше 6 часов увеличивает вероятность метаболических нарушений примерно на 15%. А у тех, кто спит 6-6,5 часов, риск инфаркта миокарда повышается на 20%. Необходимо соблюдать основные правила качественного сна. За час до сна отказаться от гаджетов и яркого освещения. Затемнить комнату и установить на телефоне режим сна. Важен также ритуал. Засыпать следует в комфортной для вас позе. Можно с книгой, избегая телевизора и яркого экрана телефона. В спальне должно быть место только для сна. Кровать – это священное пространство, предназначенное только для отдыха и восстановления. Рекомендуется планировать дела на следующий день заранее, чтобы не тревожиться и не думать о делах перед сном. Важно соблюдать регулярное время отхода ко сну и пробуждения, а также избегать перерасхода времени в кровати. Длительный и нерегулярный сон может ухудшить здоровье. Помимо этого, очень важна физическая активность. Умеренная нагрузка в бодрствующие часы способствует более качественному отдыху ночью. Активный образ жизни помогает стабилизировать цикл сна, снижая уровень стресса и улучшая общее состояние организма. Соблюдение этих простых правил позволяет улучшить качество сна, улучшить иммунитет и снизить риски развития хронических заболеваний. Будьте здоровы! Ну а в мире, где так много сложностей, особенно остро ощущается потребность в доброте и взаимопомощи. И порой самые гениальные идеи, способные изменить жизнь к лучшему, приходят в головы не взрослых, а детей. Именно для таких юных новаторов в Якутии уже во второй раз открыла свои двери теплица детских идей и проектов благотворительного фонда «Харысхал Плюс». Школьники от 12 лет вместе с наставниками смогут предложить свой социальный проект и получить на его реализацию грант. Что же может зайти в этой теплице, кто и как будет ухаживать за юными ростками добрых дел, нам расскажет сегодня куратор проекта Татьяна Тырылгина. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро. Вот, ну, теплица детских идей, вот такое образное название, но при этом интересное, что не Сразу могу не привлекает отметить. внимание, да? А что же именно вот выращивается в этой теплице? Ну, название конкурса действительно символичное. Мы здесь взращиваем уникальные детские проекты, создаем все условия для роста и развития. Что мы для этого делаем? В рамках конкурса планируем провести вебинары, семинары на различные темы, в том числе по продвижению проектной деятельности, своего проекта. Ну и таким образом наша цель – это вырастить жизнеспособные проекты, которые будут менять мир к лучшему. Ну, и, насколько мы знаем, в прошлом году проект был направлен на некоммерческие организации, на предпринимателей. Почему в этот раз вы решили сделать ставку на школьников? Вот чем школьники отличаются от взрослых, да? Ну, в этом году основной идеей проекта, конкурса является продвижение принципов инклюзии. То есть через поддержку детских инициатив мы можем формировать среду, где дети с особенностями в развитии будут себя чувствовать комфортно, что еще, быть включенными в процесс на равных со всеми, и в этом нам помогут дети. Ну, опять же, прослеживается вопрос инклюзии, да? Такой вот, и как раз-таки цель проекта — это помощь детям с особыми потребностями. Почему это направление выбрано и насколько, по вашему мнению, важно, да, воспитывать инклюзивную культуру с самого детства у детей? Помощь детям с инвалидностью, их родителям, семьям – это основная деятельность благотворительного фонда. А вот что касается воспитания инклюзивной культуры, это, безусловно, это важно. Это играет ключевую роль в формировании ценностей, общественных ценностей. И, конечно же, это нужно делать с самых малых лет. Расскажите нам подробнее о направлениях конкурса. Да? У них такие названия: «Семена добра», «Росток благородства», «Тепличка дружбы». Да? Что скрывается вот под этими названиями и чего ожидаете от каждой из номинаций? Спасибо, что заметили. Номинации, на самом деле, они не являются таким строгим критерием. В принципе, они отличаются между собой формой мероприятий. Например, «Семена добра». «Семена добра» подразумевается мероприятие, где будут создаваться атмосфера, где дети на равных будут создавать что-то единое, доброе дело. Допустим, это могут быть концерты, акции, где и дети с нозологией, и без нозологии будут вместе на равных действовать. Есть же еще два направления. Да. Следующее направление – это у нас «Росток благородства». «Росток благородства», где мероприятия могут быть волонтерские или вожатские, да, где группа детей помогает либо решает проблему либо одного человека, либо группы детей, которые с нозологией. Вот как вожатство, волонтерство, как я уже повторила. Да? Допустим, если, например, ребенку необходимо от пункта А дойти до пункта Б, почему бы инициативным ребятам не составить график и сопровождать, помогая при этом адаптироваться ребенку. Это как идея. Интересно, и третье направление – это у нас тепличка дружбы. Это уже когда у нас партнерские взаимоотношения в организациях происходят, когда школа одна дружит, допустим, с другой школой для детей с особенностями в развитии, либо с нашими партнерами. Это общественные организации тоже, которые работают с детьми с инвалидностью, с ОВЗ. И, кстати, мы сегодня об этом будем говорить в 18:00 в прямом эфире, рассказывать вообще о нашем проекте, и можно будет задавать вопросы. Ссылки у нас в соцсетях. Но все эти направления и участников объединяет одно, что команды должны подавать заявку вместе с наставником. И вот кто может наставником стать, и, наверное, основная его роль какова? Наставник должен быть прежде всего совершеннолетним лицом.
Конечно же, он должен быть заинтересованным в реализации проекта, а также работать совместно с командой. Желательно не управлять этой командой, а именно быть наставником. Мы будем держать с ним связь. И, естественно, это тот человек, с которым будем заключать соглашение по реализации проекта. Ну и по итогам прошлого года, да, проведения проекта реализованы 14, да, если я не ошибаюсь, проектов, которые из разных уголков, причем нашей республики. Вот несколько примеров успешных проектов можете привести, и как вот поменялась жизнь в этих сообществах? В прошлом году действительно были очень разнообразные проекты, разные направления, начиная с организации праздников, семинаров, экскурсий, даже открывались центры, допустим, в Алдане, да, Юлия Русалова, «Кубик Рубик», по-моему, называется. Вот. А то, что касается из проектов, которые были привлечены дети в реализации, это я бы отметила школу номер 30. Под руководством протодиаконовой Юлии был создан волонтерский отряд 8 Д-класса, нынче, наверное, 9 класс. Ребята курировали другой класс, коррекционный класс, проводили различные мероприятия. И при этом они еще являются нашими волонтерами, участвуют в наших мероприятиях, помогают в проведении других мероприятий. Еще что могу вспомнить, это в Аймиконском районе центр дополнительного образования «Пегас». Руководитель Галенкова Наталья, они проводили занятия по созданию мультипликации, с участием тех же детей, когда дети помогали другим особенным нашим детям. Об этом можно узнать на сайте. У нас прекрасный сайт, если набрать Харысхал Скилл, этот сайт учебного центра, можно узнать и мероприятия прошлого года, и что у нас предстоит. И подать заявку, да? Да, и там же можно подать заявку, ознакомиться с положением. Спасибо огромное, Татьяна. Да, спасибо за эту беседу. Желаем вам, собственно, чтобы пока результаты в этом году теплицы были не хуже прошлогодних. И в целом вообще хорошего дня вам. Спасибо за эту беседу. Спасибо. А теперь мы приглашаем всех, кто хочет улучшить свои знания якутского языка или же научиться говорить на нем. Наша постоянная рубрика «Изучаем язык» сегодня посвящена одной из самых важных тем – множественному числу существительных. Вы узнаете, как правильно образовывать формы множественного числа, какие суффиксы использовать в разных случаях, и разберем много интересных примеров. Это поможет вам избежать ошибок в повседневном общении и лучше понимать красоту якутской грамматики. Ütö-кünінен. Тема сегодняшнего урока – множественное число имен существительных. Итак, множественное число в якутском языке образуется путем добавления к основе слова аффиксов множественности. Тут важно выучить несколько правил. Правило номер 1. Если основа слова кончается на гласный звук или согласный звук «л», используем аффиксы «лар», «лер», «лор», «лер». Слушаем и повторяем. Кыл. Кыл. Кыллар. Звери. Кыллар. Эхе. Медведь. Эхе. Эхелер. Медведи. Эхелер. Ого. Ребенок. Ого. Оголор. Дети. Оголор. Бере. Волк. Бере. Берелер. Волки. Берелер. Молодец. Идем дальше. Правило номер 2. После звуков К, П, С, Х, Т следуют аффиксы тар, тер, тор, тер. Слушаем и повторяем. Ат. Ат. Лошадь. Аттар. Аттар. Лошади. Күлік.
Külük. Тень. Külüktер. Külükter. От. От. Оттор. Оттор. Трава во множественном числе. Бөлөх. 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 Группа. Бөлөхтөр. Бөлөхтер. Группа. Группы, то есть. Правило номер 3. После звуков «ый», «р» следуют аффиксы «дар», «дер», «дор», «дер». Слушаем и повторяем. Байдар. Байдар. Богатые. Эдердер. Эдердер. Молодые. Котойдор. Хотойдор. Орлы. Көтөрдөр. Көтөрдөр. Птицы. Молодец, Аня. У тебя очень хорошо получается. Идем дальше. И последнее правило, номер 4. После звуков «н» и «н» следуют аффиксы «нар», «нер», «нор», «нер». Кымнар. Кимнар. Кымнар. Кымнар. Искры. Илимнер. Илимнер. Сети. Ороннор. Ороннор. Кровати. Бөдөңнөр. Бөдөннөр. Крупные. Мы закончили с правилами, но, конечно же, как и во многих языках, бывают исключения из правил. Некоторые слова имеют особую форму множественного числа. Просто слушаем. Кыз – девочка, кыргыттар – девочки. Ол – мальчик, олаттар – мальчики. Барахсан – бедняжка-милашка, барахсаттар – бедняжки-милашки. Следует запомнить еще один нюанс. При указании определенного или приближенного количества предметов с помощью имен числительных или наречий имя существительное употребляется в единственном числе. Слушаем и повторяем. Үсого. Үсого. Трое детей. Сюс үләхит. Сюс үләхит. 100 работников. Агыяхкус. Агыяхкус. Мало уток. Эльбэх үйренәтчи. Эльбэх. Эльбэх. Үйренәтчи. Үйренәтчи. Много учеников. Итак, мы закончили. Сегодня узнали, как образуется множественное число имен существительных. Керсёх кадери. Керсёх кадери. Но только что мы с вами погружались в грамматические тонкости якутского языка, и это напомнило нам, наверное, то, что слово «будь оно» на якутском, русском, любом другом языке обладает огромной силой. Силой, которая способна объединять людей, пробуждать эмоции и сохранять культурные традиции. И прекрасное подтверждение тому события, которые прошли в Мирном. Традиционные есенинские чтения, ежегодный фестиваль-конкурс, посвященный творчеству великого русского поэта Сергея Есенина, вновь собрал сотни поклонников и исполнителей поэтического искусства. Да, и это ли вообще не лучшее доказательство того, что поэзия, как и родной язык, это мост, соединяющий сердца. Как прошли чтения в этом году и кто делился своим проникновенным прочтением Есенина, смотрите в следующем сюжете. Конкурс «Есенинские чтения» традиционно включает выступления финалистов, читающих лучшие произведения Есенина. Каждый исполнитель представляет собственную интерпретацию творчества поэта, создавая уникальную атмосферу живого общения с искусством. Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что сон Мещерецком я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Когда я прочитал это произведение, оно меня зацепило тем, как автор переживает моменты. Момент на корабле, момент с расставанием девушки, но все же он к ней снисходителен. Почему я и выбрал то, что это душераздирающее, это очень волнующее. Я участвую уже второй раз. На мой первый раз я выбирал «Ты меня не любишь, не жалеешь». Вот. Получил 3-е место. По
По мнению организаторов мероприятия, каждый участник получает шанс глубже погрузиться в мир есенинской поэзии, открывая для себя новые грани таланта мастера слова. Возможно, именно благодаря этому конкурсу многие зрители решат подробнее ознакомиться с наследием Есенина, продолжив свое знакомство с его стихами. Уже на протяжении многих лет, каждый год, этот конкурс собирает все больше и больше чтецов, любителей поэзии Сергея Есенина. Каждый год он проходит в 5 возрастных категориях. Это, как правило, школьники и взрослая молодежь. 5 возрастных категорий. В этом году участников 147 человек. Есенинские чтения стали не только творческим соревнованием, но и настоящим праздником поэзии, объединяя ценителей прекрасного и вдохновляя молодых читателей погружаться в удивительный мир художественного слова Сергея Есенина. Анна Васильева, Мирный. Поэзия Есенина, которую читали в Мирном, это разговор с душой, обращенный к каждому. А есть в нашем городе улицы, которые, как стихи, хранят память о людях и событиях, ставших частью истории Якутии. Одна из таких улиц, улица Ларионова в Якутске, ее название звучит так, как строка из летописи нашего города. Кто этот человек, чьим именем она названа, какую роль он сыграл в развитии Якутии и какие истории скрываются за фасадами ее домов. Прогуляемся по ней вместе в рубрике «Моя улица». Здравствуйте, меня зовут Кычкина Амелия, я учусь в 6 Б-классе Якутского городского лицея. В уютном 202 микрорайоне нашего города, между улицами Ефимова, Суарона, Амалона, расположилась улица с особой историей. С 8 мая 2005 года постановлением Якутской городской думы она носит имя человека, подарившего Якутии уверенность в завтрашнем дне. Академика Владимира Петровича Ларионова. Ее протяженность около 700 метров. Но за этим расстоянием величие наследия первого академика ран из народа Саха. Его труды по разработке и внедрению в производство прогрессивных сварочных процессов стали надежным фундаментом для развития нашего северного края. Улица Академика Ларионова сегодня – это уникальное пространство, где наука встречается с искусством и технологиями. Именно здесь расположена детская школа искусств, где рождаются таланты, а стены наполнены музыкой и творчеством. Смарт-библиотека, современный интеллектуальный центр, где традиции чтения встречаются с цифровыми технологиями. Новые жилые комплексы, где создаются уютные гнезда для горожан. Эта улица стала настоящим культурно-образовательным кластером, местом, где подрастающее поколение учится, творит и мечтает. Имя великого ученого, сохраненное в названии улицы уже почти 2 десятилетия, здесь обретает особый смысл. Ведь именно в таких местах, где царит знание и вдохновение, рождается будущее Якутии. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами, чтобы узнать больше интересного о нашем городе. Что ж, ну а мы от слов про будущее, которыми завершился сюжет, вернемся в настоящее и узнаем о главных событиях, которые произошли в республике и за ее пределами. Об этом нам традиционно расскажут наши коллеги. Ну и еще что-нибудь из будущего узнаем. А может, и из будущего тоже мы узнаем. Кто узнает, что мы узнаем. Коллегам. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Ежегодная индексация зарплат в России должна охватывать все сферы. Соответствующий механизм может быть прописан в Трудовом кодексе России. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, индексацию зарплат правильно было бы проводить каждый год не раньше 1 февраля, потому что в течение января считается реальная инфляция прошлого года. Отсутствие индексации приводит к снижению покупательной способности зарплаты. Вчерашняя цитата 50 тысяч рублей, которые работник получал спустя год, уже не позволяют приобрести то, что можно было приобрести год назад.
До 14 октября проходит онлайн-голосование за символы банкноты номиналом в 500 рублей. Банкнота посвящена Северокавказскому федеральному округу и его столице Пятигорску. Каждый участник голосования может выбрать два символа. Один для лицевой стороны банкноты из достопримечательностей Пятигорска, другой для оборотной из объектов регионов Северокавказского федерального округа. Достопримечательности, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Госзнака будут использовать при разработке композиции банкноты. В следующем году в рамках проекта бюджета планируется значительное увеличение финансирования бесплатного питания для учеников начальных классов. Также в следующем году повышение составит 9,8 миллиардов, в 2027 году 2,9 миллиарда. В процентном соотношении данный рост составит порядка 15%. Об этом на заседании Госдумы заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов. Изначально в проекте федерального бюджета на ближайшие 3 года на обеспечение бесплатным горячим питанием младшеклассников было заложено более миллиарда. Нерюнгринский район регулярно принимает десанты мобильных хирургических бригад. Так, мобильный центр республиканской больницы номер 2 из Якутска за последние 2 года проводил операции в Нерюнгри уже 4 раза. Было выполнено порядка 30 эндопротезирований тазобедренного сустава. Очередной выезд в район намечен уже на декабрь. Кроме того, специалисты из Якутской республиканской клинической больницы провели осмотр нерюнгринцев и отобрали пациентов на лечение по гепатиту С. Это действительно необходимо для нашего населения. Вот. А также, соответственно, будем принимать на работу и таких же высококлассных узких специалистов, обучать, скажем так, наших докторов, которые горят, которые хотят, которые могут это делать. Помимо этого, мы сейчас налаживаем работу нашу уже выездную. Это выезды в наши населенные пункты. Вот недавно, например, были в поселке Хани, куда выезжал врач-хирург, терапевт, были осмотрены пациенты, отобраны даже на госпитализацию. Стараемся это делать с периодичностью по потребности, то есть чтобы все наши поселки были охвачены узкими специалистами. В Мегидо-Кангаласском районе во второй половине прошлого века на протяжении ряда десятилетий действовало одно из крупнейших предприятий в сфере услуг и обслуживания населения – промкомбинат, который сегодня отмечает свое 85-летие. В соответствии с требованиями организации на сегодняшний день сохраняется не только ее название, но и площадь, направление деятельности. Меняется, расширяется и дополняется. Учебно-производственный центр входит в состав образовательного учреждения. Как и у каждого человека, у организации есть своя специфика. В основном на муниципальный заказ обеспечиваем школы, детские сады. Кадрами обеспечены, молодежь работает, оборудованием, да, мы обеспечены. У нас имеется оборудование и от старого промкомбината, и закупаем тоже различные новые оборудования. У нас есть станки с ЧПУ, фрезерный станок и станок с ЧПУ лазерно. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Ну, а каждый из нас когда-нибудь задумывался о своих корнях, откуда мы родом, что связывает нас с предками, как сохранить память о них для будущих поколений. Эти вопросы объединяют людей разных возрастов, национальностей и профессий. Уже совсем скоро у жителей и гостей Якутска появится уникальная возможность найти ответы на эти вопросы. А говоря про скоро, буквально уже с сегодняшнего дня, потому что сегодня и завтра в Якутске проходит форум родословия народов Дальнего Востока 2025. На одной площадке соберутся историки, этнографы, краеведы и просто увлеченные исследователи семейной истории со всего нашего Дальнего Востока и не только. Сегодня у нас в гостях Афанасий Владимиров, заместитель председателя Государственного собрания ЛТМН по республике. Доброе утро. Доброе утро. Афанасий Семенович, как вообще возникла идея этот форум проводить? Первый раз он проводится и уже сразу такой дальневосточного масштабный, уровня. достаточно. Вы правильно подметили, у каждого из нас есть потребность изучать свою историю, знать своих предков. Но вот в Якутии энтузиастов, краеведов, историков, которые изучают не только историю, но и историю различных родов, достаточно активно эта работа ведется. Будучи министром по делам молодежи и семейной политики, мы это взяли за одно из приоритетных направлений и, создав общественную организацию Институт родословия народов Севера, мы систематически проводили работу, как это делать,
подключали наши министерства, ведомства, учреждения, предприятия, муниципальное образование и так далее. Поэтому в Якутии это движение достаточно прочное, широкое и, я бы сказал, народное. Ну вот мы отметили, что люди разных возрастов, разных профессий, разных всего, да, разные люди абсолютно этим всем, им интересно это. И вот лично к вам вопрос, да, что из программы вы больше всего ждете, потому что программа обширная, мы тоже понимаем, на какой блок точно не хотели бы пропустить? Инициатива проведения форума родословия Дальнего Востока была высказана на втором съезде родословия в 2023 году. И участвовали тогда наши гости, и они отметили очень хороший опыт Якутии по созданию родословных наследных наших муниципальных образований. Поэтому было предложено провести дальневосточный с тем, чтобы наш опыт тиражировать на Дальний Восток. Мы участвовали в различных мероприятиях по составлению родословных в Хабаровске, в других субъектах, да? Имеем связь с историками, краеведами Дальнего Востока. Поэтому сейчас мы предложили такую программу, которая она обхватила бы как раз разные возраста, разные слои нашего общества. Будут площадки, которые у нас предназначены для учителей и для школьников. Редакция газеты «Каскиль» уже в течение 4 лет проводит конкурс и достаточно широко, когда дети изучают свои родословные, делают доклады, и мы выступаем на конференции «Шаг будущего» и на всероссийских конференциях. Вот это одна из основных площадок. Но и еще одна площадка – это когда не просто мы изучаем родословие, а используя научное сообщество. Да? И здесь на площадке Института гуманитарных исследований мы проведем тоже дискуссию, когда наши ученые будут говорить, что нужно для того, чтобы мотивированно заниматься изучением родословия, что это дает, какие аспекты в нашем обществе это может повлиять в целом на развитие общества. Вот. Ну и, конечно же, один из моментов – это презентация книги Сергея Ивановича Вахрина с Камчатки, член Союза писателей, краевед, «Тайна якутских фамилий». Во время проведения второго съезда родословия мы презентовали первый том этой книги, и сейчас презентуем второй том этой книги. Очень интересное исследование он провел, почему называется «Тайна якутских фамилий», потому что мы сегодня говорим о 400-летии присоединения Дальнего Востока к российскому государству. Поэтому те первооткрыватели, которых мы знаем, а вместе с ними шли и другие, их сподвижники, казаки, казачество и так далее. И какие фамилии, которые у нас звучат в Якутии, Атласовы, Прибылых, там, Чертковы и так далее, да? Это в большей степени фамилии тех казаков, которые шли с первопроходцами. Да? Вот и истории вот этих фамилий сегодня Сергей Иванович представляет. Очень интересная работа. Я предлагаю сегодня вот на площадке музейного комплекса «Моя история» прийти, послушать, посмотреть и, возможно, найти какие-то... И Танина тоже можно найти. Почему бы и нет? Да. А почему, вот, по-вашему, так важно изучать родословие народов Дальнего Востока? Ну, первое, есть несколько аспектов: экономический, демографический, да, социальный. Мы в большей степени говорим всегда, должны знать свой род до 9-го колена, с тем, чтобы у нас было очень хорошее, здоровое поколение, которое создавало бы тоже лучшие позиции для будущих поколений. Экономическое – это как раз вопрос демографии. Ведь в Якутии очень много многодетных семей, и наши показатели по демографии в целом по России достаточно высокие. Я думаю, что знание своих корней тоже позволяют создавать определенные хорошие такие семьи, многодетные семьи. Ведь изучая родословную, мы видим, когда род развивался в большом количестве, когда он сужался и так далее. Да? Поэтому я думаю, что здесь это очень важно. Ну и социальное, я думаю, в части изучения истории, и вот как я сказал, что мы не просто в Якутии живем, мы живем в большой великой стране,
И наши предки населяли обширные территории. Ну, допустим, если я Владимиров, значит, у меня соответствующие какие-то определенные связи есть с казачеством Владимировых. По матери я Филиппов, значит, Филипповы это те, кто основали ямщицкие станции, приехав из Ярославской губернии. Соответственно, вот обширная какая территория от Ярославской губернии по всему Дальнему Востоку я могу найти, как говорится, единокровных своих соплеменников. Да. Вот. Вот. Поэтому это очень важно. Какая роль принадлежит государственным структурам вот, сохранения генеалогического наследия? Я думаю, что это должно стать государственной политикой, одним из направлений семейной политики. И такие министерства, как Министерство культуры и духовного развития, Министерство образования, Министерство молодежи, это должны подхватить. У нас очень уникальный пример, когда наши ведомства помогают и создают условия для того, чтобы мы знали и изучали свои рода. Это наш национальный архив очень мощно работает, да, и наша библиотечная система. Сегодня через библиотечную систему, допустим, если вы, Павел, придете в библиотеку наследную и спросите, вот есть программа «Древо жизни», я хотел бы узнать свой род, то вы можете узнать, но в вашем возрасте вы, наверное, до 5-го поколения могли бы добраться на основе тех документов, которые оцифровал Национальный архив и передал библиотеке. Ну, очень полезная информация, особенно вот, которую мы закончили, как человек уже сейчас может прийти и начать восстанавливать все это. Но в целом еще раз напомним, что сегодня стартует форум родословия народов Дальнего Востока 2025 в Якутске. Он будет проходить сегодня и завтра. Приходите, послушайте. Присоединяйтесь, да, обязательно. Афанасий Семенович, спасибо. Спасибо вам за ответы. Ну, а мы, дорогие зрители, вам желаем, во-первых, не забывать свои корни. Процитируем, да, немножко песню одну известную. Ну и, конечно, хорошего дня на сегодня. Увидимся завтра.